В престижном всероссийском конкурсе лучших педагогов России «Учитель года» в этом году приняла участие и молодой педагог лицея города Магаса Зинаида Костоева. Биолог по образованию, она одновременно работает учителем старших классов и совмещает свою деятельность в бактериологической лаборатории Ингушской клинической больницы. По ее признанию, труд научного деятеля помогает ей в преподавании. Для меня, наоборот, плюс, что я работаю в лаборатории, потому что этот опыт я могу переносить и на свои уроки. Как раз делать акцент на какой-то экспериментальной части на уроках. Это тоже требует какой-то определенной подготовки. Плюс, если дети участвуют в каких-то олимпиадах или всероссийских конкурсах, там все-таки программа более углубленная, и они должны знать больше об экспериментальной части биологии. Зинаида Костоева – выпускница второй Назрановской школы. К учебе она всегда относилась очень ответственно. Об этом говорит золотая медаль по окончанию школы, красный диплом по завершению Южного федерального университета. В столичном лицее Зинаида работает последние 5 лет. И несмотря на то, что возраст между ней и ее учениками небольшой, они питают к ней уважение, что очень важно в учебном процессе. Сама девушка признается, что в выборе профессии биолога определенную роль сыграли и ее преподаватели. У меня в выпускных классах были очень классные преподаватели по естественному направлению, и по химии, и по биологии. Я помню, что я еще выбирала химию, биологию, куда пойти. Я подавала и на гуманитарные направления, но все-таки акцент был именно на естественной науке. Свой вклад Зинаида Костоева вносит не только в образование, но и в науку. В период пандемии девушка работала с биоматериалом в лаборатории РКБ, где узнала очень многое о новой коронавирусной инфекции COVID-19. Очень часто при том же ковиде возникают вот эти вторичные бактериальные инфекции, которые требуют введения в терапию антибиотиков. Поэтому мы еще и помогаем врачам в подборе антибиотиков. И, естественно, это интересно, потому что ты никогда не знаешь, какой патоген встретится у того или иного пациента. И каждая бактерия, скажем так, требует какого-то определенного подхода к ней. И они тоже очень часто изменяются даже по отношению к тем же антибиотикам. И даже можно проследить, как сильно тот же ковид повлиял на их антибиотикорезистентность в течение этого года. Конкурс «Учитель года» для Зинаиды Костоевой был вторым таким крупным мероприятием. Ранее она принимала участие в конкурсе молодых педагогов 21 века. А «Учитель года» стал новым уровнем, поскольку она прошла региональный этап и показала свои навыки и методики на федеральном уровне. А там 85 лучших учителей со всей страны. В этот раз там было очень много конкурсных испытаний, начиная вот с методики. Мы представляем особенности своей методики, что-то, что мы можем внести. Потом мы даем урок. Дальше мы даем мастер-класс. Мастер-класс – это своеобразный урок, только уже со взрослыми людьми. То есть к тебе приходят учителя истории, английского, там, начальных классов, и ты должна объяснить им какую-то тематику за 20 минут и сделать это в интересной форме. И последнее, на региональном этапе у нас еще был классный час, когда ты представляешь уже какую-то там социальную тему. Конкурс для девушки – это не только новые знания, опыт и впечатления, но и знакомство с мастерами своего дела в педагогике. У меня появилось много знакомых, с которыми я и сейчас поддерживаю связь. В основном это не учителя биологии. Я достаточно близко общалась с учителями иностранных языков из Иркутска, Томска. Была очень интересная учительница французского, тоже английского языка, с учителями из Хакасии, то есть из республики Саха-Якутия, из совершенно разных уголков России. И каждый из них по-своему интересен. Конкурс «Учитель года» для молодого учителя Зинаиды Костоевой стал площадкой, где она смогла не только попробовать свои силы и возможности, но и взглянуть на педагогическую науку с другой стороны.